А тем временем жители ухтинского поселка Сидью подготовили коллективное обращение в Госсоветкоме. Люди просят вернуть в местную амбулаторию аптеку и процедурную медсестру. Как в Сидью лишились этих медицинских услуг и вернет ли их в поселок Ухтинская поликлиника, выясняла Александра Головина. В амбулатории поселка Сидью непривычно много народу. Сегодня сюда приехали врачи узких специализаций из Ухтинской поликлиники. Обычно медики посещают поселок дважды в год, отдельные специалисты чаще. Отсматривают пациентов, назначают лечение. И вот за последним жителям поселка в последние 2 года приходится ездить в город. Если это, к примеру, курс уколов или физиопроцедур, ездить приходится ежедневно. Вот я сейчас вышла от врача-невролога, прописал физиопроцедуры, прописал уколы. Здесь этого ничего нет. Физио закрыто уже не 1-й год. Процедурные нет врача, который делал укол. Хорошо, вот у меня есть автомобиль, я могу съездить. Но из одного укола, который ставится 5 минут, наверное, самое больше, все, вот приходится людям пожилого возраста ехать туда. За 5 минут полдня теряет человек. От Сидью до Ухты 30 километров – это примерно 40 минут на автобусе. С тех пор, как в Ухту переехала один из докторов амбулатории, жителям поселка всех возрастов приходится преодолевать это расстояние для прохождения любой, даже самой простой медицинской процедуры и покупки самых распространенных лекарств. Я, допустим, инвалид 2-й группы, мне ездить это очень тяжело. А тем более поликлиника еще так далеко, на 2 автобусах. Для меня это очень тяжело. Аптека у вас тоже закрыта, да? И аптека закрыта, что Тамара Юрьевна руководила этим. Она уехала, переехала, и все, и аптеку закрыли. Самые простые таблетки уже не купишь нигде ничего. Проблемы с транспортом – это вот движение даже не через каждый час. Достаточно большой разрыв. Люди утром, уехав вот в 6 утра в город, обратно могут вернуться только к 12. То есть это время они находятся на улице, а люди пожилые, представьте себе, да, многие, ну, так скажем, маломобильные, тяжело ходить пенсионерам, и ситуация крайне-крайне тяжелая. Амбулатория Сидью много лет располагается в здании местного дома культуры. Несколько лет назад в поселке выделили участок для строительства новой отдельно стоящей амбулатории. Однако идею реализовать пока не удается. Но местных жителей это ничуть не смущает. Амбулатория в здании ДК их вполне устраивает, и о новой они не просят. А вот о проблемах с самим медобслуживанием люди вынуждены сообщить в Госсовет Республики. Собрали 243 подписи. Медсестру какую-то или врача еще какого-то дали бы на это место этой амбулатории уже, не говоря о том, что что-то нам строить. Сейчас в амбулатории поселка Сидью принимает 1 участковый терапевт и 1 медсестра, которая, однако, по состоянию здоровья не может делать инъекции. Фармацевта также нет. Как заверяют в Ухтинской поликлинике, этого специалиста они ищут, правда, пока нет желающих. А вот проблему с процедурами обещают решить в самое ближайшее время. Учреждением планируется на следующий год организовать забор биоматериалов на анализы 2 раза в неделю. В соседнем Шудаяге жители борются за полноценное медобслуживание уже давно. В местном медкабинете также не проводили процедур. Кроме того, шудаягцы добивались вернуть их медучреждению статус амбулатории и провести в помещениях все необходимые для этого работы. В сентябре местные активисты даже добились этого через городской суд. Однако Ухтинская поликлиника на днях отменила данное решение в суде Верховном. Впрочем, как говорит руководство поликлиники, амбулатория будет, и уже начатые подготовительные работы не прекратят. К Новому году, раньше, мы будем готовы сказать, какая сумма нам будет нужна для подготовки помещений к открытию амбулатории. Соответственно, на следующий финансовый год это будет заложено в программу ремонтов, получены деньги, и в следующем году мы подготовим амбулаторию к открытию. Как говорят в поликлинике, в решении Ухтинского суда их не устраивали только обозначенные сроки. 1 год, в который поликлиника не укладывалась. Если бы решение суда не отменили, организации пришлось бы платить крупный штраф. Александра Головина, Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.